Уважаемый Алан Эдуардович, уважаемые главы делегации, коллеги, присутствующие, для меня сегодня большая честь выступить на первом международном экономическом форуме от имени Республики Абхазия. Прежде всего, хочу передать вам самые теплые слова дружбы и солидарности от народа Абхазии и выразить сердечную благодарность за приглашение нашей делегации. Мы высоко ценим возможность быть частью этого важного диалога об экономическом потенциале братской Южной Осетии и его развитии, укреплении экономических связей со странами-партнерами. Как представитель страны, которая, как и Южная Осетия, прошла трудный путь становления и отстаивания своего права на самоопределение, я особенно остро понимаю значимость проводимого форума. Мы хорошо знаем, что такое экономические вызовы, и в то же время мы абсолютно уверены в том, что наше будущее – это будущее суверенных, устойчивых и экономически процветающих государств. Сегодня хочу говорить не только как иностранный гость, но и как представитель братского народа, чья судьба и чьи устремления во многом перекликаются с юго-осетинским народом. И именно с этой позиции вижу серьезный потенциал, который заключается в поступательном объединении наших усилий в решении задач и достижении целей, стоящих перед нами. Очевидно, что и Республика Абхазия, и Южная Осетия сегодня динамично развиваются, опираясь на всеобъемлющую помощь и поддержку России. Так наши страны демонстрируют уверенный поступательный рост по ключевым макроэкономическим показателям, таким важным, как валовый внутренний продукт, объем выпуска промышленной продукции, внешней торговли, собственные доходы бюджета, денежные доходы населения, инвестиции в основной капитал. Несмотря на эти достижения, все еще остается ряд ограничений, не позволяющих обеспечить более быстрый рост экономики. В таких условиях чрезвычайно важна кооперация, объединение и интенсификация усилий в решении общих задач и проектов. В чем я вижу формулу успеха? Наверное, остановлюсь на ключевых аспектах. Во-первых, интенсификация двусторонней торговли между нашими странами. Как известно, на полях форума будет подписано соглашение о режиме торговли товарами между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, которое устанавливает беспошлинную торговлю между нашими странами отдельными товарами. Наши компетентные ведомства совместно с предпринимательским сообществом должны проработать усилия, представляющие взаимный интерес в контексте новых организационно-правовых реалий. Следующее, безусловно, это взаимные инвестиции. Да, мы очевидно понимаем, что наши возможности ограничены, но у нас схожие правовые условия по привлечению и защите двухсторонних инвестиций. Абхазия и Южная Осетия обладают уникальными, но во многом взаимодополняющими возможностями, такими как природно-климатические условия, сельское хозяйство, событийные и этнотуризм. Здесь тоже считаю важным найти нужные точки соприкосновения. В-третьих, мы должны создавать и расширять транспортно-логистические возможности для перевозки грузов и пассажиров между нашими странами. Сегодня в Абхазии функционирует аэропорт, также налаживается морское и железнодорожное сообщение. Мы должны находить возможности в этой сфере в первую очередь для удобства наших граждан и представителей бизнес-сообщества. И последнее, безусловно, об этом только что было сказано, это несомненный обмен опытом, взаимная подготовка и повышение квалификации кадров. Нам есть чему друг у друга поучиться в плане развития законодательства, цифровизации, методических и методологических подходов к управлению.
уважаемые друзья, уважаемые участники форума, хочу заявить о нашей полной готовности взаимодействия по всем этим направлениям. Мы открыты для создания совместных экспертных и рабочих групп, которые могли бы заняться детальной проработкой конкретных идей и проектов. Мы уверены, что модель взаимодействия Абхазия-Южная Осетия может стать ярким примером того, как братские народы могут построить успешное и процветающее будущее, основанное на взаимном уважении и общих экономических интересах. Желаю участникам форума плодотворной работы, смелых идей и решений. Пусть этот диалог станет еще одним шагом вперед на пути к процветанию Южной Осетии. Благодарю. Спасибо, Владимир Валерьевич.